Почему наши предки-тюрки никому не проигрывали? В чем наш секрет? Смотри видео до конца. Говорят, что тюркское войско может победить только другое тюркское войско. Сколько раз наши предки сражались со специально подготовленными армиями. Наши предки выстояли в самых суровых битвах. Причина этому может показаться для вас странной. Но основная причина – это наши национальные игры. Именно так. Казахская борьба, казахша күрес – одна из разновидностей борьбы. Казахша күрес проводился на всех празднествах и напоминал вольную борьбу, правда без весовых категорий. Отличительной чертой казахша күрес является отсутствие борьбы в партере, и производится она только на поясах и стоя. Стрельба из лука, жамбы ату, стрельба из лука на полном скаку в мишень. Его происхождение связано с военно-прикладным искусством, сохранившимся вплоть до 18 века. Тенге алу, подними монету. Один из своеобразных национальных видов спорта. Смысл игры состоит в том, что всадник на полном скаку должен поднять положенную на землю монету. Игра требует от участника определенной скорости, ловкости, искусного и отважного управления конем. Кукпар, кукпар-тарту, известно у русских как козлодрание. Происхождение кукпара имеет несколько истоков. Существовало два варианта игры. В первом случае в борьбе, в другом две команды, выставляемые разными аулами и родами. Цель – первым донести тушу козла до условного места. По сигналу судьи каждый старался захватить тушу, остальные бросались в погоню, чтобы вырвать добычу. Эти игры и другие – настоящая военная подготовка. Джигиты, выросшие на этих играх, обладают всеми навыками профессионального воина. На празднике Наурыз вы сможете увидеть все эти национальные игры. Чтобы пробудить национальный дух, нужно почаще заниматься традиционными видами спорта. Сейчас эта возможность есть у всех жителей городов Казахстана. Пробуждайте генетическую память и занимайтесь традиционными видами спорта, друзья.